Сегодня мы поговорим с вами о транспорте, движении материала из и в клетку. Каждая клетка постоянно находится в взаимодействии с внешним миром. Клетки должны располагать механизмами доставки кислорода, воды и питательных веществ извне и удаления наружу того, что не нужно. Для того, чтобы понять транспорт, нам нужно посмотреть на строение клеточной мембраны. Выглядит она вот так. 45% мембраны состоит из двойного слоя, как мы видим, первый, второй, фосфолипидов. Каждый фосфолипид, если вы посмотрите поближе, состоит из гидрофильной головки, то есть части, которая любит воду, гидрофильная, и гидрофобных хвостиков, спрятанных внутри, не любящих воду. Двойной слой расположен так, чтобы гидрофобные хвостики были спрятаны внутри мембраны, подальше от воды. В этот двойной слой вставлены протеины, как мы видим вот здесь, вот, по типу мозаики. Они тоже составляют 45% мембраны. Именно протеины, они служат некими такими каналами, которые позволяют веществам проникнуть через мембрану, которые не могут спокойно проникнуть через вот эти гидрофобные хвостики. Оставшиеся 10% это гликолипиды, гликопротеины и холестерол. Что такое гликолипиды? Как можно понять из названия, это смесь липиды, это жиры, глика это углеводы. Смесь жиров и углеводов, вот они расположены сверху, и они служат маркерами, то есть на поверхности клетки. Например, именно по ним можно различить клетку по типу крови. Гликопротеины, тоже из названия можно понять, смесь протеинов и углеводов. Они также часто служат маркерами и для гормонов и нейротрансмиттеров. И работают как антигены, то есть с помощью них можно распознавать клетки. Именно вот с помощью них лимфоциты могут распознать свою клетку и не свою клетку. И холестерол. Он вставлен внутри клетки, и он служит неким уплотнителем, то есть он позволяет клетке быть менее жидкостной, то есть он предотвращает утечку воды и ионов из клетки. Из-за своего строения, то есть такой большой гидрофобной части, из-за всех этих хвостиков, мембрана легко пропускает только жирорастворимый материал и незаряженный материал. Все, что имеет заряд, и очень ему тяжело пройти через этот двойной слой. В 1972 году микробиологи Сингер и Никольсон ввели термин «жидкостно-мозаичная модель» клеточной мембраны. Почему? Почему жидкостная? Жидкостная, потому что молекулы мембраны, они постоянно находятся в движении. То есть мембрана, она не статична. Почему мозаичная? Из-за протеинов, которые сидят внутри клетки по типу мозаики. Транспорт у нас в клетку осуществляется двумя путями. Активный транспорт, если нам нужно приложить энергию, и пассивный транспорт, если нам энергия не нужна. Пассивный транспорт, он очень важен, ведь именно с помощью него в организм проникает кислород, вода и так далее. Давайте посмотрим такой транспорт. Это диффузия. То есть процесс, когда молекулы или ионы двигаются от региона с большей концентрацией в регион с меньшей концентрацией. Здесь прилагать никакую внешнюю энергию не нужно, так как энергия идет от самих частиц. Называется движение по градиенту. Скорость диффузии зависит у нас от 5 факторов. То есть первый это концентрационный градиент. То есть чем больше разница между двумя регионами, тем быстрее будет диффузия. Второй это площадь. Чем больше площадь между двумя регионами, тем быстрее диффузия. Третье это расстояние. Чем меньше расстояние, которое нужно пройти молекулам, тем быстрее диффузия. Далее природа мембраны, так как мембраны бывают разные. Диффузия будет зависеть от состава мембраны и от количества пор. И размеры природы молекул. То есть все маленькое и незаряженное будет проходить намного проще. Но, как мы говорили, не все так легко проходит через мембрану. Для водорастворимых ионов и молекул, таких как глюкоза, аминокислоты, этот процесс он занимает слишком много времени. Поэтому для них есть процесс облегченной диффузии. Этот процесс, так же как и обычная диффузия, не нуждается в энергии. Это пассивный процесс. Частицы также двигаются за счет того, что есть разница в концентрации. То есть молекулы двигаются от региона с большей концентрацией в регион с меньшей концентрацией. Но чтобы избежать эти гидрофобные хвостики, они двигаются через специальные протеиновые каналы, такие транспортные белки.
такие протеины очень выборочные, они пропускают только определенные виды молекул. То есть мы видим, на одной стороне они захватили, на другой стороне выпустили. Так происходит транспорт. Осмос – это специальная форма диффузии, то есть та, которая касается именно молекул воды. Молекулы воды двигаются также от региона с большей концентрацией в регион, то есть высокий водный потенциал, другими словами, в регион с меньшей концентрацией воды, то есть низкий потенциал воды. Давайте посмотрим такую гипотетическую ситуацию. Два раствора, количество воды, молекул воды на обеих сторонах равное. На одной стороне только вода, как мы видим, на другой, допустим, вода и молекулы сахара плавают, да? Между ними полупроницаемая мембрана, которая пропускает только в молекулы воды. В данный момент не будет никакого движения, так как количество молекул воды на обеих сторонах равное. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит в реале. В реале молекулы воды будут на левой стороне, они будут прилипать к этим молекулам сахара. То есть поэтому на левой стороне свободных молекул воды будет меньше, чем на правой. Таким образом, молекулы воды будут двигаться справа налево, чтобы уравнять, да? Со стороны, где концентрация молекул воды больше, в сторону, где концентрация молекул воды меньше. Водный потенциал обозначается вот такой греческой буквой. Водный потенциал – это давление, которое создается свободными молекулами воды. Водный потенциал, допустим, чистой воды – это 0. Но как только мы к нему добавляем какое-либо вещество, например, сахар, соль, молекулы воды будут притягиваться к ним, и свободной воды будет становиться меньше. И водный потенциал уже не 0, он будет становиться более негативным. Чем больше растворенного вещества в воде мы добавляем в воду, тем более негативным становится его водный потенциал. Давайте посмотрим 3 примера. То есть 3 случая. Мы видим растворы и видим водный потенциал минус 100, допустим, немножко растворенного вещества, и минус 350, много растворенного вещества. Свободной воды в этом случае будет меньше, поэтому вода будет двигаться слева направо. В этом случае мы видим чистую воду, потенциал воды будет 0, и с этой стороны мы видим немного растворенных веществ, потенциал воды минус 50. Также будет двигаться направо, чтобы уравнять, ведь свободной воды, молекул свободной воды здесь будет меньше. И 2 раствора, минус 50, минус 50. В этом случае молекулы воды будут двигаться в равном количестве и туда, и обратно. Явления осмоса, они играют очень важную роль в жизни животных и растительных организмов, ведь клетки, они регулируют свой водный баланс, изменяя концентрацию солей внутри. Существует 3 вида растворов. Гипотонический раствор, когда он более растворенный снаружи. Гипертонический, когда он более концентрированный снаружи, как мы видим, клеток. И изотонический, когда и внутри, и снаружи одинаковая концентрация. Вот давайте посмотрим пример клетки крови в разных таких растворах. То есть в гипотоническом растворе вода будет двигаться внутрь клетки, потому что внутри концентрация более высокая, вода будет стараться уравнять, и она будет проникать внутрь. Клетки будут раздуваться вплоть до взрыва клеток. Гипертонический раствор. В этом случае, наоборот, вода будет пытаться уравнять, она будет выходить из клеток, и клетки будут сжиматься и терять свою форму. И изотонический раствор, количество воды будет в равновесии, которое будет входить в клетку и выходить. Именно поэтому растворы, применяемые в медицине, именно изотонические растворы. Теперь посмотрим на активный транспорт. Активный транспорт нам нужен, когда мы хотим что-то передвинуть против своей концентрации. То есть от региона с маленькой концентрацией в регион с уже большой концентрацией, то есть против силы. В этом случае нам нужна энергия в виде ATP, такой молекулы. Да? В активном транспорте нам нужны транспортные протеины. Данные протеины принимают молекулы или ионы с одной стороны, меняют свою форму при участии ATP и выпускают молекулы с другой стороны. Иногда, когда одно вещество двигается в одну сторону, параллельно другое вещество двигается в другую сторону. Именно так работает натрий-калиевый насос. Концентрация калия внутри клетки в 10 раз выше, чем снаружи, а натрия наоборот. И такая разница, она достигается именно за счет вот такого вот калий-натриевого насоса, то есть протеина, который сидит в мембране. Для поддержания концентрации такой происходит перенос 3 молекул натрия из клетки снаружи, и 2 иона калия двигаются в клетку.
Итак, мы рассмотрели с вами разные виды транспорта. Мы посмотрели на пассивный транспорт, это диффузия, облегченная диффузия и осмос, и активный транспорт, где нам нужна энергия. Итак, диффузия. Молекулы проникают свободно, легко, не используя никакую энергию, и идут по концентрации. Облегченная диффузия. Именно вот диффузия, газы так проникают, да, все маленькие незаряженные молекулы. Облегченная диффузия то же самое, что диффузия, только здесь у нас облегченная, то есть нам протеин помогает попасть внутрь. Осмос тоже пассивный транспорт, только именно вода. И активный транспорт, когда мы пытаемся передвинуть что-то в уже сторону, где и так много, да, против концентрации мы двигаемся, и нам в этом случае нужна энергия. Давайте посмотрим на такую таблицу. Диффузия. Нужна ли энергия? Нет. Двигаемся ли мы против концентрации? Нет, мы двигаемся по концентрации. Нужны ли какие-либо транспортные протеины? Нет, не нужны, мы свободно проходим. Облегченная диффузия. Нужна ли нам энергия? Нет. Двигаемся ли мы против концентрации? Нет, по концентрации. Транспортные протеины нам нужны? Да, вот мы видим, нам нужен транспортный протеин. Осмос. Движение воды. Нужна ли нам энергия? Нет, это пассивный процесс. Двигаемся ли мы против концентрации? Нет, мы двигаемся по концентрации. Нужны ли нам специальные протеины, чтобы воду передвинуть? Не нужны. Активный транспорт. Нужна ли энергия? Нужна в виде ATP, да? Двигаемся ли мы против концентрации? Да, и так тут много, мы все равно двигаемся против концентрации, да? И нужны ли нам транспортные протеины? Да, транспортные протеины нужны. Итак, за счет своего состава клеточная мембрана состоит из гидрофильной части и гидрофобной посередине. Поэтому все, что имеет заряд, очень тяжело проходит. И все большое, имеющее заряд, будет проходить тяжело. Скорее всего, нужен будет активный транспорт. И для всего остального у нас есть пассивный транспорт. Это диффузия, облегченная диффузия и осмос. Спасибо за внимание. До свидания.